ذلك لمن سلك بطنابه من ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله أكبر بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem endi Tatarcha boshlab jiberdim. Unda endi rus qishlari da bor ekan. Shunga ko'ra tirishirman ruschada sizlarga. Всем интересно было понятнее было endi bo'lib chiqmasa biroz nabisattinglarmi. Endi alhamdulillah shukr biz siniy sabablar bu martaga yo'ldik. Siniy sabablar bilan endi kelajakda da Alloh taolo nasib etsin shunday siniy sabablar bilan kurashirga endi zo'r baxt endi. Lekin endi очень приятно, то, что все-таки настали такие времена для себя, да, то, что когда у людей наступают такие юбилеи, такие праздничные события, причины, чтобы всех собрать, да, люди все-таки отмечают в таком кафе, так скажем, за таким столом, где нет спиртного, где нет харама, алхамдулилля. И для многих людей это все равно кажется как-то необычно, скучно, но алхамдулилля, побывав на таких мероприятиях, они свое мнение меняют, я думаю. Поэтому Аллах рахмат райосан, что я отойду, пришло шунды, халяль, янда живаны шадыми. Инде har bir kishi bilan endi nega sababdan yilda bizning opayimizga endi bizning do'st qadashga deb xonima deb aytsak endi kimgadir do'st bo'lib turadi endi kimgadir ani bo'lib turadi endi alhamdulillah. Lekin endi opayimizga endi 18 alhamdulillah. Endi o'rtaga aytadilar ekan xotin qizlardan yoshni so'ramaylar deb shular no o'zimni da hozir shunday vaqtda kelib jetam o'zimdan da so'raganda 18 aytasim kelar haqiqatda chunki kerak bir qachonda qartaymi 80 bo'lsinmi senga 60 bo'lsinmi 70 bo'lsinmi kerakka har vaqtda 18 bir qachonda qartayman o'zingizga esga olasiz ko'pmi sizga обязательно shu 18 deb aytar so'zga shunga ko'ra endi alhamdulillah har vaqtda kelajakda endi shu qartaymizga nasib etsin Alloh taolo yurak bilan endi bizning qartaysa endi yuragimiz baribir yosh bo'lib qoladi endi buyrakda endi shu to'g'ri yo'ldan Alloh taolo adashtirmasin endi shundan da Alloh taolo bizni yaratdi endi 38 da to'la 30 da yosh to'la 50 da 60 da 90 yoshda to'la ekan. И baribir zamonimiz biz bunda alhamdulillah shukr mangulikka kelmadik. Inshaalloh biz da qachon bo'lsa shu yerdan ketarmiz. Lekin endi бик-то приятно, очень приятно то, что вот если вот вам задав такой вопрос, когда же люди в большинстве своем вспоминают Всевышнего? Я вот по-русски постараюсь, да, тоже чтобы понять не было. Когда вот мы вспоминаем Всевышнего? Когда нам плохо, когда приходит какое-то к нам испытание, да, вот Всевышний так создал, но он и это не просто так создал, чтобы именно мы вспоминали тогда, когда нам было плохо. Потому что в основном люди на самом деле, когда у них какая-то причина, какое-то испытание приходит, они сперва бегут там, так скажем, к врачам, например, если начинает болеть, да, врачи вроде не помогают, начинают кому бежать, какой-то к бабке, к детке бегут, да, вот она там что-то помогает, но это опять-таки временно. И когда человек остается уже один на один со своим испытанием, своей причиной, так скажем, да, у всех разные могут быть причины. У кого-то ребенок в институт не поступил, у кого-то экзамен не сдал, у кого-то операция должна быть, да, какие-то трудности. И вот с этим испытанием Всевышнего человек остается один на один, и вот как раз таки в этот момент, когда он уже стоит, не видит нигде помощи, не видит вот этот белый свет в конце туннеля, да, как раз таки там приходит осознание, то, что есть Всевышний. А подождите, дайте-ка я к нему обращусь. Он же всеслышащий, он всевидящий. Он меня не должен оставить одного, один на один с этой проблемой. И человек начинает обращаться к Всевышнему. И поэтому, когда вот с одной стороны, когда к человеку приходит испытание, да, это тоже надо понимать по-другому. Альхамдулилля, Всевышний дал тебе такую возможность, чтобы приблизиться к нему. Это тоже большое счастье. И мы же не знаем, какое предопределение. Иногда бывает такое, то, что вот эта беда, вот это испытание, да, причина какая-то, она в будущем оборачивается для нас благом.
Поэтому альхамдулилля, һәр вакытта Аллахта шөкер кылып, Аллахта рәхмәтле булып яшәү насыйп итсен. Бигрәк тә менә күңел сөенә, чыннан вы вот сами говорите то, что мы вспоминаем в основном, да даже я сколько раз вопрос такой не задавал, в основном отвечали вот таким же ответом, когда приходят. Очень редко говорят то, что мы всегда в сердце с ним вместе ходим. И поэтому очень, с другой стороны, очень приятно, то, что такое приятное событие, да, человеку 18 лет, альхамдулилля, и это причина собрать все за таким прекрасным столом, альхамдулилля. Поэтому, Филяшактада, вот есть такие люди, которые, что бы ни случилось, они всегда прочитают. Да? Зарланалар татарча әйткәндә. Занны зикрдеме, калгыт кыжыртылдымы, инде теге бармак киселдеме, һәр вакытта инде зарланалар. Ләкин бит инде менә Аллаһ Тәала Всевышний дает человеку три периода. Первое это от его рождения, да, и до самостоятельности, да, до юношеского, когда он начинает за себя сам отвечать, дает и ждет Всевышний, не придет ли этот человек, вот это создание, для чего я создал его здесь ко мне. Время проходит, вроде не приходит. Человек уже 25, он женится, да, у него там работа, какие-то там уже жизнь начинает налаживаться, да, и вот наступает второй период. Второй период, когда наступает, Всевышний начинает давать этому человеку испытания. С работы увольняют, там, я не знаю, какая-то болезнь, случается операция, происходит, ребенок начинает болеть, да, что-то там экзамен не сдает, еще что-то, какие-то проблемы. И вот как раз таки во втором периоде, когда человеку дает Всевышний такое испытание, в большинстве своем люди вот в этом втором периоде начинают познавать Всевышнего. Когда какое-то испытание. От хорошей жизни мало кто просыпается и сразу ставит на пятикратный намаз. И когда второй период наступает, люди вроде понимают, приходят, но есть такие люди, которые даже после этого не приходят. И Всевышний говорит: подожди, я дам ему, может быть, лучшее, хорошее дам для него, да, что он для себя просит. И Всевышний дает ему хорошую, начинает жизнь давать. У него работа налаживается, вроде семья, опять вместе становится, ребенок выздоравливает, еще что-то. И вот когда третий период настает, очень мало тех людей, кто встает на правильный путь. Если они не стали уже во втором, то в третьем навряд ли они могут стать. Поэтому, альхамдулилля, несмотря какое бы испытание к нам не пришло, как вы ответили, да, это все время надо благодарить Всевышнего, альхамдулилля, за это. И вот почему я начал с этого. Тот человек, который прочитает Зарлана, Харвакатта, Аллах Тәала әйтер, аралы, бу кеше анарга авыр булган вакытта, зарланган вакытта мине искә алады. Туктале, мин тагын да аның гомерен авырайтам әле. Һәрвакытта мине искә алсын. И шушы кешегә һәрбер сынау алдыннан сынау килә. И этому человеку, кто прочитает, приходит испытание за испытанием. И он всегда мыслями находится рядом со Всевышним. А тот человек, который всегда благодарит, шикар клап яши, һәр вакытта нәрсә булса да, бывает, говорят же, оптимист, человек, һәр вакытта любой ситуацияда ул таба шундый бер әйбер, Аллаһка шикар кылырга. И менә Аллаһ Тәала әйтер, карале, бу банда анырга рәхәт булган вакытта, ул бәхетле булган вакытта һәр вакытта мине искә алады. Мин туктале, бәхетне арттырып җибәрим әле. Күбрәк искә алсыннар мине дип, шушы кешегә бәхетен арттырып җибәрә. Шуңа күрә инде менә үзегез дә монда гомерне яшәдегез, үзегез дә миннән дә күбрәк беләсез. Инде булганыга шикер итеп яшәсәк, бездән дә бәхетлерәк кеше булмас. Теге болай башын күтәреп җиргәндә, менә тегесе кирәк, күршенең машинасы кыйбатрак, ие ремонт әйбәтрәк, коттеджы зуррак дигәндә, мин дә тагын зуррак, тагын әйбәтрәк эшлим дигәндә, ул вакытта бәхетнең тәмен белеп булмый, тыеп булмый шул. Менә бераз аска карарга кирәк. Шуңа күрә инде менә ул әйберләр бар. Ләкин инде менә теге Эльвира белән без бергә эшлибез бит инде, шуны комплекста дип әйтик инде. Инде теге икенче эштә дә эшләп йөри бит әле, алхамдулилля. Шундый теге чыннан да ятим балаларны, ата-анасы ташлап киткән балаларны бит карап нитеп, чыннан да теге кай вакытта шундый ситуация ишетәсең, йөрәк сыкранып китә. Инде чыннан да бик зур эш, монда да шул әйткәннәр инде, шушы эшнең кешеләре җыелган бит инде күбрәк инде.
Шуннан да менә ислам диндә бит инде әйтелә, кем ятим баланы карар, ятим баланы карар, Аллаһ белән бергә булыр ди. Чөнки инде бигрәк тә инде бер сәбәп булыр ди җәннәткә керергә ди. Чөнки менә кай вакытта без телибез бит инде менә садаха биргә, бер изгелек ясарга шулай бит инде. Менә ниятебезне дөрестләсәк, шушы бер баланы баштан сыпырсаң, бер конфет кына бирсәң дә, менә шушы садаха ул бер пәрдәсез Аллаһка барып җитә. Бигрәк тә ятим калган кешенең догасы Аллаһ белән иң беренче кабул була. Менә шушы кешенең. Шуңа күрә ул чыннан да зур әйбер, чыннан да зур эш эшлисез, инде Аллаһ Тәала киләчәктә дә шушы эшләрегезне дәвамлы кылсын инде, сезгә сабырлык, сәламәтлек насыйп итсен инде. Матур итеп бердән бер булып яшәргә насыйп итсен. Чыннан да ул бик зур әйбер. Инде Аллаһ Тәала инде шушы эшләгән эшләрегезне изгелек булып язып, инде җәннәткә бер сәбәп булып насыйп итсен инде. Ләкин нәрсә әйтсәк тә инде менә динсез яшәү барыбер бик авыр динсез яшәү инде. Шуңа күрә инде менә ләкин ислам дин ул бик җиңел дин, аны авырайтырга гына кирәкми, авырайтырга чөнки кеше ул ярата кирәкмәгән әйберләр ислам динен авырайтырга инде. Менә шуның турында әйтеп кенә китәсем килә, искә төшеп инде ул бәлки үзегез дә беләсез, ләкин инде теге русча эшли повторение мать учения, менә шуның турында да әйтеп китәсем килә. Инде Аллаһ Тәала безне барлыкка шушы дөньяга ни өчен яратты дип сорасагыз, Аллаһ Тәала Коръән-Кәримдә әйтте: "Мин җиннәрне дә Адәм баласын дип үземә гыйбадат кылсын өчен яраттым." Гыйбадат кылсын өчен. Бигрәк тә инде менә сорасаң Адәм баласыннан, сиңа бәхетле булыр өчен күпме кирәк дип сорасаң, Адәм баласы, сын Адама скажет, если у него спросить, что тебе надо для полного счастья в этом мире, тремя похожими ответами. Первый скажет, это после себя оставить потомство, да, детей, внуков, видим, да. Второй скажет, мне дети не нужны, но я на самом деле такими людьми встречался, мне дети не нужны, говорит, еще то разводить, говорит, мне нужно богатство, мне деньги нужны, говорит, богатство нужно. И на самом деле кто-то живет ради вот этого богатства. Там карьерный рост, духовный рост, физический рост, да, ради этого богатства. И третий ответит на этот вопрос, зачем мы пришли в этот мир и что нам для счастья надо, скажет, я даже над этим не задумался, я живу, мне и так хорошо. Вот три похожих ответа. Но на самом деле, если это представляете, если вы целитесь и мимо попадаете, да, и также, представляете, всю жизнь мы прожили за какой-то целью бежать, но оказывается, эта цель была ложной целью, неправильной. И не было так, чтобы в конце жизни мы об этом сожалели. Поэтому надо все-таки правильные цели себе поставить. И вот, задав себе такой вопрос, вот каждый здесь, в этом мире, для чего-то он создан, да? Вот если взять этот телефон, телефон нам для чего нужен? Чтобы какую-то информацию передавать своему знакомому, да? Но если сейчас если бабушкам покажешь, и у бабушек тоже это есть. Это нашим, если прабабушкам покажешь, они даже ни за что не поверят, что вот эта маленькая коробочка могла так тебя соединить, ты там с Турции, там, я не знаю, с Меккой спокойно мог разговаривать, как будто в соседней комнате. Но в этот телефон можно поставить видеокамеру, GPS, навигацию, там, я не знаю, там, и наушники, радио, все можно сюда засунуть, но если он свою функцию теряет, как телефон, то от него никакой пользы нет, его просто можно выкинуть, да? Никто не будет его там с ним пользоваться. Также, например, взять машину. Машина нам для чего нужна? Машина нужна для того, чтобы мы перевозили какие-то грузы, да? Переводили себя. Но в машину можно поставить кондиционер, можно поставить видеокамеру, там, регистратор можно поставить, да? Но опять-таки, если она теряет свою главную функцию, то она, как машина, свою функцию тоже теряет. И так много можно примеров приводить, да? И у каждого вещи есть свой хозяин. У этой книги есть свой автор, да, обязательно у этого инженерные вещи, да, есть свой инженер, который все придумал, у каждого есть хозяин. Также и у человека, он просто так в этой жизни пришел, чтобы вкусно поесть, там, долго поспать, отрадно пожить, да, и спокойно уйти из этого мира. Он для этого не создан. Даже элементарный комар, да, который даже Всевышний в Коране, как пример, приводит, он для чего-то здесь создан, для чего-то создан в этом мире.
также и люди, они не просто так созданы. И Всевышний об этом говорит, Всевышний об этом говорит. Он создал джиннов и людей только для того, чтобы поклонялись они ему. Поклонялись они ему. И поэтому, вот, задав такой вопрос, когда мы все-таки вспоминаем Всевышнего, когда приходит какое-то нам испытание, мы отсюда видим то, что альхамдулилля, Всевышний еще самих нас не позабыл, дал нам такую возможность, чтобы мы смогли приблизиться к Нему. Поэтому альхамдулилля, но это одно, также радует вот, альхамдулилля по таким событиям, такие мероприятия мы проводим, альхамдулилля. Gerçekten de Allah'tan nasip etsin. Уже аппаратура енді барбыз ғана апалар дегенде барбыз айтасың келе, Аллах туры жолдан адаштырмасын енді, туры жолдан барып, шушы тұрмышны дұрыс етіп яшар насip етсін енді. Бигрәк те енді мына дұрыс етіп яшар үшін, альхамдулилля, мына Аллах та шунда да бізге рахым яшар катлы жолны күрсәтеп куя. Дұрыс етіп яшар үшін 5 айбы бізге бұйыра. 5 айбы. И тут Всевышний тоже милостивый, да, он там не дает нам такое, это ищите сами, как надо правильно жить. А он сам указывает ту дорогу, которая приведет к нам к правильному финишу, да. Он каждому верующему человеку вменяет в обязанность 5 вещей. 5 вещей. Какие это вещи? Они, альхамдулилля, не уменьшаются и не увеличиваются. И они абсолютно, я бы сказал, что они такие тяжелые. Первое – это вера во Всевышнего. То, что Бог один и Бог един. И другого Бога для поклонения нет. Вот это самое главное. И я думаю, тут, как говорится, в окопах атеистов не бывает. Все равно где-то мы в уголке своей души, хотя, может быть, многие там скажут, я не верю в это, да, но все равно где-то в отдаленных уголках мы все равно верим в это. Человек без веры жить не может. Когда, интересно, вот одного человека хоронили, один молодой парень подходит и говорит, я, говорит, атеист, говорит, я, говорит, не верю, говорит. Я, говорит, не верю в то, что Бог есть. Я говорю, ну извините, конечно, да, я говорю, с вами здесь поспорил бы. Я говорю, человек, он без веры жить не может. Я говорю, ну вы все равно верите в то, что вы не верите. Я говорю, вы все равно в это верите. Поэтому, ну, может быть, у вас, я говорю, сейчас неправильная вера. Я говорю, ну, иншалла, дай Бог, чтобы вы к этому пришли. Первое, и поэтому вот среди присутствующих, я думаю, тоже, каждый, но он каждый по-своему верит в то, что Бог есть. Это самое, и тяжело это выполнять, нет? Это абсолютно легко. За это денег платить не надо, и каждый это может выполнять. И вот первую обязанность мы каждый выполняем. Вторая обязанность, да, вторая маленькая занимает у нас времени, да. Вы представляете, если вам какой-нибудь банкир вас вызвал бы, да, где-нибудь на улице встретил бы и вам сказал, вот я банкир, вот я вас выбираю, я каждый день, говорит, вам буду давать по 24 тысячи рублей в день, но когда я вам даю, в конце дня, говорит, 1000 мне будет возвращать. Согласились бы? Если вам 24 тысячи каждый день давали бы. Конечно, согласились бы. Я не поверю, что кто-нибудь из нас не согласился бы. Также и здесь. Всевышний нам дает 24 часа бодрствования, да, там мы спим, там, да, но мы здоровые, да, мы это все можем понять. И вот один час просто выделить ему, обратно вернуть. За то, что он дал нам здоровье, молодость, в свободное время, работу, пропитание все это. Каждый это может быть. Поэтому это 1 час, 5 намазов мы можем спокойно уделить, спокойно почитать. И тот человек, кто говорит то, что у него не хватает времени, я еще к этому не пришел, да, но самое главное намерение внутри. Если у вас намерение внутри будет, намерение, да, иншаллах, барарман, укарман, тарашарман, вот если посмотреть, вот как вот эта вода, да, во время уразы, вот мы уразу проводили, да, настолько она так приятная вещь была, для полного счастья, там стакан воды вполне хватил бы. И вот весной, наверное, вы сами видите, когда вода капает, какой твердый камень она разбивает. Разбивает и делает себе, прокладывает дорогу, чтобы она могла спокойно течь. Также и наше намерение. Если у нас намерение в сердце есть, приблизиться, да, то Всевышний вы не заметите, как дорогу вам это откроет. Если мы 1 шаг сделаем к Всевышнему, да, то он навстречу к нам 10 сделает. Если к нему мы пойдем пешком, он к нам навстречу побежит. Поэтому надо правильно намерение сделать. Иншаллах, 5 раз намаз в день читать, никаких проблем абсолютно нет. Это только наслаждение. Третье, что нам вменил в обязанность Всевышний, это вот мы рождаемся в этом мире одинаково все, да? У каждого 10 пальцев, да, на обоих руках, у каждого оба глаза, нос, руки, ноги, все одинаково рождается. Но
Но со временем кто-то очень беден становится, кто-то очень богатый становится, кто-то здоровый, кто-то больной становится, да, со временем. И вот здесь тот человек, кто говорит, я, говорит, это сам заработал все богатство, и это все халяль, халяльным путем я заработал, я сам заработал. Но опять-таки, если Всевышний тебе не дал бы, ты одного гроша не смог заработать. Поэтому вот все то богатство, это дает Всевышний, Всевышний. И поэтому даже если вы с халяльным путем это заработали, то с этого халяльного заработка богатства мы должны выплатить закат, закат, закат. Это у нас было третье. И четвертое, да, это один раз в год, да, из 12 месяцев один месяц держать пост. Пост. Это тоже очень благочестивое, благословенное время, когда человек для себя сам может заработать награду, да, саваб может для себя заработать. Поэтому это тоже очень важная вещь. И пятое, это раз в жизни совершить хадж. Вот эти 5 вещей, если мы выполним, альхамдулилля, мы перед Всевышним будем считаться отдавшие свою голову. Шума Кур'ан'да айтқан сөздер шул, мәнісері көп была, вот об этом хотелось вам напомнить, да, потому что жизнь человеческая, она очень коротка, она махом пролетает, и 55, и 65, и 85, и каждый верит в то, что мы здесь не навечно, поэтому стараться нам все-таки правильно жить, и жить это не просто так, а с верой во Всевышнего, в Бога единого, потому что Он один, и Он един, и другого Бога нет. Шу айтқан сөздерім. Ашуламас дейін, біз енді қазір енді қараны құрып зинарим. Анда теге орысша білен татарша сөйлешкенде теге форматировать флешку тяжеловато маленько. Шуңа көрә не объяснить зинарим. Қазір иншалла қараны құрмын. Обычно енді ерлер оқығанда, мында ерлер де бар енді, шулай бит енді. Енді мен аларға, ең бірінші аларға сөз беремін. Мұнда енді ерлер болмағаш, мен енді сразу оқи башым қаранды енді, шуңа көрәнді сіз иншалла тыңласағыз. Енді Құран оқыған уақытта бір 10 минут уақытыңызды алырмын. Когда буду читать Коран, я вас займу буквально 10 минут, не больше, не больше. И вот постарайтесь в течение 10 минут, каждый человек, он со своими проблемами живет, да, и он без проблем жить не может. Он обязательно придумает эти проблемы, да, там, не знаю, ногти постричь надо, или покрасить надо, краска, там, лак слезть, да, но 1000 проблем. И поэтому постарайтесь в течение этих 10 минут, у каждого есть близкие, друзья, родственники, да, ушедшие в мир иной. Альхамдулилля, вот их вспомните, да, вот посмотреть, да, вот райский стол, чего только нет, субханалла, машалла, да, келешекте шулай табын размол болсын. Ләкин безнең мәрхүмнәребез дә бездән шундый ризык көтәләр, шулай бит. Ләкин минем дәваним яраталар, инде шушы әйберне бит басынып җибәреп булмый бит теге дөньяга, шулай бит. Анаса җибәрә алабыз, безнең дәгъвабызны җибәрә алабыз. Шуңа күрә менә шушы 10 минут вакытта үзегезнең мәрхүмнәрегезне искә төшерегез. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям салаватлар әйтеп, Аллаһтан зикр итеп, шушы вакытны үткәрсә, иншалла, үзебезгә без дә шушы изгелеккә савапка ирешәчәкбез. Шуңа күрә игътибар белән тыңласагыз, иншалла саваплы булырсыздар. Иләх ният кылдык Коран кылмакка шәкърәтләрен сүрәләрне сарып кабуллардан кылсаң, я Раббым Аллаһым, һин шушы мәҗлескә катнашкан һәр бәндәгә саулык, сәламәтлек насыйп итеп, Раббым Аллаһым, иман байлыгы насыйп итсәң, я Раббым Аллаһым, киләчәктә дә инде шушы син биргән, я Раббым Аллаһым, гомернең ләззәтен табып, син гыйбадат кылып яшәргә насыйп итсәң, я Раббым Аллаһым. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فخززنا بالثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تدينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم لنقم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من ليس عليكم أجرهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعة ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال إذ قوم يعلمون بما غفر ربي وجعل من المكرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لك شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا ما لقد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب الصغير فاغترافوا بذنبهم فسوقا لأصحاب الصغير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم ويجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكب من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلا صفة ويغبدا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
أما خذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافر إلا في غرور أما خذا الذي يرزق أمسك رزقه بل لجوا في غتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجه أغدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم ولكم سمع والأبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تنشرون ويقولون متى هذا الوقت إن كنتم صادقين قل إنما علم عند الله إنما أنا نذير مبين فلما رأوا كسوة سيئت وجوه الذين كفروا وقد أخذ الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم أخلقني الله ومن راحمنا فما يجل الكافر من عذاب أليم قل هو رحمن من به وعليه توكلنا فستعلمون ما هو في دلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فما يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbi malam şu okuyan kerim şu ne okuyan yeterimizde sıralarımız yasan hatalarımızdan kimçilik olsun huzurundan sebep kabullardan kılsamıyım. Acır sohbetini bizni siklep Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neftesi ana gailesine sahabelerine tabiinlere komşu adam gailesine alıp hazretinde kelken harur Peygamber olhan işte ya Rabbi malam komşular bilek müdür rahmetin işte şu namazga şu meclise katnaşkan barımızdan ümit etken merhumun şad kılıp hesapların yüzünün kaben orla kengitseni Firdevs cennetlerin kurep şatlana tanışma nasip et ya Rabbi malam indi Uşu meclisinin sebepçi bulup тұрған апайыбызға саулық, сәлемәтлік насip етсең, я Rabbi malam. Келешекте Аллах Тағала насip еткен ғұмырларын рахатта, бәхетлікте өткерген насip етсең, я Rabbi malam. Шушы Аллах Тағала берген ғұмырларын ләззат тауып, ғибадатта болып, я Rabbi malam, яша насip етсең, я Rabbi malam. Баланың игілін көрген насip етсең, я Rabbi malam. Бәхетлі ата-ана болуға насip ет, я Rabbi malam. Бәхетлі дәвәни болуға насip етсең, я Rabbi malam. Қартаймыш күнінде Шушы булган балаларның ярдәмләрен күреп, җылы сүзләрен ишетеп, куана сине эшләр насыйп итсәң, я Rabbi malam, инде киләчәктә дә шушы эшләгән эшләрендә уңышлар насыйп итсәң, я Rabbi malam. Бердән бер булып, бер-берсен хөрмәт итеп, матур итеп, фитнәсез, әрләшмичә матур итеп эшләргә насыйп итсәң, я Rabbi malam. Сине эшләргә бара насыйп итсәң, сине кире иләренә кайтыра насыйп ит, я Rabbi malam. Ya Rabbi malam, indi barımıza bereketli mallar, bereketli rızıklar nasip etsen, halalden, haramdan ayırıp yaşa nasip etsen, ya Rabbi malam. Turucuna aparıp, turucuna adaştırmışa, özünün rahmetine erişe nasip et, ya Rabbi malam. Özünün rahmetine taşlamasam, ya Rabbi malam. Şeytanı vesvesene saklasam, ya Rabbi malam. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar. Allah'ım. Allah'ın rahmetleri olsun. Tamam. Abiler deminde apalar. Abiler yan.